Вот дождевая вода, пожалуйста. Вот едем, иногда чай пьем. Как в Сахаре, только в пределах республики вода в деревне Татарская Бурнаева на вес золота. Вместо чистой из-под крана используют дождевую. Дождя не будет, так месяц не моемся. Берем, таскаем на баню. Моется надо ведь. Перебои с водой тянутся с 2013 года. С мая в кранах уже ни одной капли. Регулярные здесь лишь счета за водоснабжение. По счету 282 рубля 44 копеек. У нас вообще-то воды нету. Питьевая доставляется в бидонах силами самих жильцов. Другую воду жильцы пить опасаются. Семья НЖ Зариповой уже успела отравиться. Я вот даже боюсь детей вот здесь оставлять. В этом году с января месяца мы 6-й нас менял сюда. Бесполезно. Водонапорная башня в 2 метрах от домов, но толку никакого. В 2014 году ее установил фонд газификации по программе «Чистая вода». Обошлась почти в 4 миллиона рублей. По словам главы сельского поселения, эксперты даже не исследовали территорию. Геозидистов какой здесь никого не было. Никакой разведки когда не было. Пришли, бурлили и все ушли. Эту башню сняли, она работала 5 лет. Она сейчас на балансе сельского поселения. Поэтому предъявлять претензии подрядчикам бессмысленно. Сейчас администрация района готова перенести башню на территорию прежней, где и вода чище, и напор сильнее. Пока жильцы рады ливням, как постоянному источнику воды. Администрация района, наоборот, жалуется. В связи с погодными условиями каждый день идут дожди. Простым краном ее не поднимешь. Мы заказали из Чистополя 40-тонный кран. На современную насосную станцию здесь уже никто не надеется, а полагается на свою физическую силу. Соседи вот делятся чистой водой, а доставка, конечно же, по старинке, вот так вот на коромыслах. И все, пошли готовить еду. Вот привозим. Вот она. Исполком района просит потерпеть неделю. За 6 дней они пообещали перенести башню, тогда вода и потечет по трубам. Если же и на этот раз не повезет, то придется бурить новую скважину, а это еще несколько миллионов рублей. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Алькеевский район.